Yeni gün gerta kanalında Koyeni Güzel Güz günü olsun şıralı hem kısmetli sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler, programımızı başlarız.
Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Gagauz Korafı 2024 festivali topladı Gagauziyan yaşayanlarını, başka regional hem devletlerin misafirlerini Gagauziyalı'nın parkında. Milli rubalar, 100 yıllık kilimler, peşkirler, halk ustaların zengin sergileri. Hepsi bunlar bizim adetlerimiz, angılar, dedelerimizden kalmışlar. Gagauz Korafı Festivalin misafirlerini meraklandırdı. Gagauzların milli rubaları, angılarını El Moda tiyatrosu gösterdi. Modellerin genç kızların evvelki giyimleri, yortun payalanlarını geçirdiler evvelki zamanlardan bu zamanlara kadar gösterirken o vakıdın moda kulturasını. Teklif ederim tanışalım yeni koleksiyanın angısını hazırladı El Moda tiyatronun başı Lidia Todiyeva. Входят костюмы уже более современные, последние модели, новые, несколько моделей новых. Устаревшие, конечно, для нас они уже устаревшие, а это все-таки более свежие, новые. И, насколько мне известно, всегда все, кого не встречу, говорят, мы за вами следим, Лидия Ивановна, что новенького. Вот. Был немножечко перерыв у нас, небольшой, но вот восстановили снова работу театра моды. Дети после каникул, очень сложно было их собрать. Но они постарались, девочки как могли. Есть выпускницы, уже поступили, и за лето мы не успели еще набрать новых. Но костюмы у нас будут новые. Обещать заранее не могу, но будем стараться вас удивлять чем-то новым. Мы стараемся использовать в основном натуральные ткани, фактурные, нарядные, показать образ гагаузочки не бедной. Праздничный наряд. И доказать, что он не только был трудолюбивый народ, но разбирался в моде, чувствовал и цвет, фактуру. И люди были со вкусом, наши предки. Просто хотелось бы, чтобы это было гораздо больше, и чтобы каждый, пусть не ленится, пусть повторяют то, что показываем мы, и не стесняется. Если нравится, конечно. При подборе модели я, конечно, опираюсь на очень старые фотографии. Я собираю в интернете везде, где кто-то выставит какие-то старые фотографии. Я обязательно хватаюсь за каждую из них, потому что там есть очень много мелочей, элементов. Сколько рядов бус, на каком расстоянии, сколько складочек. Так, на первый взгляд, никто и не поймет. Но для меня это очень важно, потому что выделить особенности этого костюма очень сложно, потому что мало костюмов у нас сохранилось. Вот. И ткани используем натуральные. Очень часто девочкам бабушки дарят свои запасы, свои платья. Мы их, конечно, переделываем, потому что носили и преподносили костюм, наряд. Раньше люди немножечко по-другому. Вот мы сейчас, когда видим аутентичные старинные костюмы без вмешательства, мы видим, что как будто в них немножко некомфортно, да и фигура как будто другая была. И ходили люди по-другому. Голову, может быть, женщины всегда наклоняли, как-то старались все наглухо закрыть. Тут мы немножечко усовременили. И хочу сказать, что после фестиваля в Саудовской Аравии, когда
и нам подчеркнули, сделали не то чтобы замечание, но пожелание, чтобы все платья были все-таки подлиннее. Стараться как можно длиннее. Я поняла, я увидела тюркские наряды, они, конечно, длинные. И я с тех пор... Да и потом, и на старых фотографиях мы тоже видим, что платье по щиколотку. И очень хотелось бы, чтобы это потихонечку вернулось в моду. И мне кажется, не стыдно в таком выйти. Вот не надо бояться. Можно на своем примере показать. И даже Евгения Александровна не стесняется и в жилеточке гагаузской нашей выйти в новом платье. Выглядело красиво. Сегодня Евгения Александровна была в платье, шитое нами. Это платье разрабатывали мы его. Конечно, при разработке очень сложно, очень ответственно брать на себя такую большую ответственность. Надо учесть особенность, во-первых, учитывая статус, и в то же время это фестиваль, должны быть фольклорные какие-то там элементы, и сдержанность в то же время. Но она молоденькая, стройненькая, и мне кажется, что получилось красиво. Biz gösterdik da moda bizim evvelki giyimleri, bizim kızlar çok güzel fistanlarına, Gagavuz fistanlarına elbiselerini çıktılar, gösteriler. Çok güzel. Ben isim söyleyeyim yani biz sadece giymeyelim açan bizde bayramlar bile güzel kıyafetler. Giyelim başka da yerlere hani değnek göstermek bizim güzelliğimizi. Sayın Antodiyeva kakumuz bizim o çok güzel giyimler, fistanlar diki. Ben kaç sıra her zaman o bana diki, çok güzel fistanlar. Bugün de o bana dikti bu fistanı. Hangisi, hiçbir insan hangisi gördü. Hepsi heyecanlı kaldı, hepsi beğendi, herkese güzel lafla söyledi. Ondan da çok bu önemli. Hani bile insanlar var bizim Gagavuzya'da hangisine yerlerine yapıyorlar bile güzel insanlarımızı. Saygılı misafirler, karşılayın bizim scenada saygılı başkan Evgeniya Gutul. Onun da fistanını dikti tiyatr moda el öndürücüsü Lidia Toziyeva. Особенно если это фестиваль международный, то там, конечно, когда вот тюркские народы собираются, вот там есть чему научиться. Здесь, в нашем регионе, меня удивить уже немножко не скромно, но сложно, потому что я уже знаю, чем отличается болгарский от гагаузского, молдавский чем отличается. Но хочется узнать что-то новое, побольше нового, узнать именно об образе тюркских, о предках наших. И чтобы мы могли его пополнить немножечко костюм, использовать какие-то новые элементы. Конечно, вот эти монеты, длина изделия, одна из особенностей бусы, силуэт, обязательно наличие фартука. Как бы там ни было, нам очень сложно переселить себя. И вот почему-то очень многие боятся надевать фартук.
но мало кто понимает, что это самый основной элемент костюма, и он должен был быть пошит как продолжение платья. Вот я иногда вот смотрю на девочек и думаю, вот это, многие спрашивают, это юбка или что? Я говорю, это фартук. Он самый главный, он самый красивый фартук. Он дополняет, украшает традиционный костюм. Ну, а если говорить о современном костюме, конечно, современный костюм, его надо как-то огагаузить. То есть надо использовать элементы. Если использовать вышивку, то надо к ней относиться очень осторожно, потому что вышивки в старинных костюмах никогда нигде мы не встречаем. Разве что на фартуке, и то такую ненавязчивую вышивку, скромную, нежную. И мама мне рассказывала, что вышивку выполняли только на нижней рубахе. Такую тонкую загадочка такая была снизу видна. Вышивка, тонкое кружево использовали. Соблюдали длину, опять же. И когда даже вот идет девушка к колодцу за водой, она просто слегка наклоняется, чтобы поднять ведерко, но кто-то замечает, как у нее снизу красиво выглядывает это кружево. Ну, вот только там можно было встретить. То есть это такой секретик, может быть, об этом как не всегда говорили, но вышивка была там. Вот. Но сегодня хочется ее где-то использовать. Очень часто берут орнамент у Петра Влаха из Сусаков. Но я знаю, что издана одна интересная книжка по орнаментам гагаузским. Там взяты элементы от ковров, современных ковров. Вот там до чего красивый орнамент. Вот его я бы не побоялась использовать. Вот когда выйдет эта книжка, мы можем спокойно, смело с ней работать и делать современные, и даже не побояться выйти на высокий уровень. Красиво будет. Смело, да. Они настолько влюбились в свой гагаузский национальный костюм, с гордостью его носят и всегда обижаются, когда кто-то не попадает на подиум, кому-то не досталось платье по размеру. Но очень многие девочки уже имеют свои костюмы, свои платья, потому что за все это время, посещая кружок Центра детского творчества, у нас он называется «Дизайн и реставрация костюмов». И вот эти старинные вещи, из двух что-то одно делаем. Из одного платья берется лиф, юбку,
А потом и третий уже подбираем, конечно, фартук, но это самое сложное. Самое сложное подобрать цвет, фактуру, силуэт этого фартука. Он самый основной, я еще раз говорю, он самый главный, и над ним сложнее всего работать. С гордостью девочки его носят. И вот сегодня даже они не стесняются ходить по городу. Лидия Ивановна, можно мы оденемся здесь и пройдемся по городу. С удовольствием они это делают. Не стыдно. И они даже как будто и современные немножечко, хоть они и длинные. Несмотря на то, что молодежь любит носить короткое, открытое, а тут, казалось бы, все закрыто. И длина такая. Но они настолько женственные, настолько изящные. Они понимают, они даже знают, как себя вести в этом наряде. Новые девочки всегда отличаются. Как-то мне приходится делать замечания, учить. А те, кто давно ходит, их даже в городе можно узнать по походке, по поведению. Советуются девочки, куда что, как одеть. Даже на современные мероприятия свои. Какая свадьба, кто будет из гостей. Вот мы думаем, как же удивить этих гостей. И у нас получается, потому что девочка пошила себе платье. Современное платье. Ну, на этой свадьбе, это свадьба священников. Ну, там все современно было. Но у нее платьице было очень богато выглядело, очень скромно. Но понравилось всем. Она единственная удивила всех гостей. Она говорит: Лидия Ивановна, я столько комплиментов получила. Но многие узнали, конечно, стиль, почерк, понимают. Уже пора одеваться красиво и не стесняться своего наряда, своей национальности, своего языка. Мы говорим по-русски, но нет наших бабушек, с кем мы в основном говорили на гагаузском языке. И поэтому чуть-чуть стало сложнее говорить на гагаузском. Ну, стараемся. Мы, во-первых, выделяем особенности гагаузского костюма, название тканей на гагаузском, что является сырьем для изготовления этих тканей. Они уже знают, что и конопля шла в ход, хлопок, шелк, натуральный, шерсть, лен использовали. Интересно, детям это очень интересно. Я даже не знаю, хочется побыстрее и как можно больше что-то им дать и что-то оставить. Но меня радует, что им это нравится, и мы не зря что-то делаем. İleride ders programımızı saygılı seyirciler, sabahınız hayırlı olsun. Gavril Gaydarjı adına liseyinde öğrenciler beraber üreticilerle muzey açtılar. Meraklı anne birey çok eksponatları uşakların anaları hem babaları da getirdiler. Bu zengin köşecikte öğrencilerin var kolaylıkları geçirsinler, daha evvelki zamanlara da görsünler bizim adetlerimizi, tanışsınlar rubalarla hem de tertiplerle. İdeя музея kurma dini geldi bizim eski müdürün fikrine Dimova Lidia Stepanovna'dan çok yıl geri. Ama hem de biz başladık toplamada türlü eksponatları toplardık Gavril Arkadiyevich Gaydarjı'yla bağlı. Zirejim bizim liseyimiz onun adına. Hem de biz teklif ettik Raisa Petrovna Gaydarjı, hangisi geldi bize, getirdi çok türlü eksponat bağlı Gavril Arkadiyevich Gaydarjı'yla portret, kağıtlar anglarında var onun elinden yazılı
жылы. Да, sonra başladılar uşaklarda getirme, öğreticiler de kimde ne bulunur. Biz onları topladık klasta. Ama klasta başladı yer yetişmeme. Da çıktı bir problema, arama bir içer. İçer bulunmadı. Bu yıl şükür Allah'a bulundu. Biz çok ter döktük, çok zahmet ettik toplama değil. Makar ki başka müzelerde çok eksponat var. Bizde değil o kadar çok ama biz çok bütün kuvvetle, bütün yürekle onları topladık, savaştık onları yerleştirme, sergiye de görsün bizim öğrencilerimiz hem yardımcı olsunlar bizim işimizde de hem de uşaklar unutmasınlar bizim dedelerimizin historiasını. Bu eksponatlar yardımcı olsunlar bizim uşaklara öğrenme historiasını. Var yeriniz, var nerede uşaklar. Kalesince gagavuzlardan perdeler dik duruyor. Pavla yeni hem beyaz.